Друзья, если у вас нет возможности читать повесть Николая Гоголя «Старосветские помещики», смотрите это видео. Это история о последних годах жизни двух стариков. Написал повесть Гоголь в 1835 году. Входит в сборник повестей «Миргород». Дальше от первого лица. Итак, я очень люблю скромную жизнь помещиков в отдаленных украинских деревнях. Их называют старосветскими. Там так тихо и спокойно, в отличие от городской суеты. И когда я подъезжал на бричке к дому в такой деревне, мне становилось очень спокойно. Я до сих пор помню двух старых людей из старосветской деревни. Они уже умерли. После них остался опустевший дом и заглохший пруд. Грустно. Афанасию Товстогубу было 60, его жене Пульхерии 55. Афанасий был высоким и улыбчивым. Пульхерия, наоборот, почти никогда не смеялась, но при этом она была очень доброй. Старики любили друг друга, обращались на «вы» и по отчеству. Детей не было. Афанасию было 30 лет, когда он женился. Старик мало занимался хозяйством, потому приказчик обкрадывал стариков безбожно, пилил деревья в их лесу и продавал. Громом деревья побило или черви подточили, обманывал приказчик. Старики типа верили, а приказчик мутил не только с деревьями, а и совсем подряд. Но все равно из-за того, что благодатная земля родила очень много, старикам для жизни хватало с головой. И Афанасий, и Пульхерия любили вкусно поесть. Старик любил шутить над женой. «А что ты будешь делать, если наш дом сгорит?» «Типун тебе, на кухне буду жить». «А если и кухня сгорит?» «В кладовой». «А если и кладовая сгорит?» Ну и так далее. Шутник хренов. А еще старики очень любили принимать гостей. Их радушие было искренним. Кормили гостей как на убой. Но история о другом. У Пульхерии была серая кошечка, а за садом начинался большой лес, в котором обитали дикие коты. Это были худые, всегда голодные хищники. Они приходили в дом и воровали все, что было можно. И вот как-то они выманили в лес эту серую кошечку. Прошло 3 дня, кошки не было. Пульхерия сначала волновалась, а потом и забыла про нее. Как-то она копалась в огороде и вдруг увидела кошку, худющую. Старушка позвала ее к себе, но та не подходила. За 3 дня успела одичать. Пульхерия дала ей молока и мяса, та с жадностью ела. Старушка протянула руку, чтобы погладить ее, но та сразу сбежала. И в голове Пульхерии словно что-то щелкнуло. Она начала думать, что это смерть за ней приходила. «Этим летом я умру», — сказала она мужу. «Похороните меня там-то, оденьте в то-то. Увидимся уже на том свете. Мне жаль, что я вас самого оставляю. Кто же за вами, Афанасий Иванович, будет присматривать?» Афанасий расстроился, рыдал как ребенок. Пульхерия велела ключнице Евдохе ухаживать за мужем после ее смерти. Через несколько дней она слегла и умерла. Афанасий был убит горем. С тех пор прошло 5 лет. Без хозяйки имение приходило в упадок. Афанасий за ним не следил. Он жил воспоминаниями о жене. Почти все напоминало ему о Пульхерии, и он горько плакал. Скоро старик умер. Его смерть даже чем-то напомнила смерть жены. Он гулял по саду, как вдруг четко услышал, что его позвали, но рядом никого не было. Его лицо оживилось. Афанасий понял, что это его Пульхерия звала. И очень скоро он также ушел из жизни. Перед смертью попросил похоронить его рядом с женой. Так и сделали. После похорон все имущество растащили. Потом откуда-то появился наследник, но хозяйство уже было не восстановить. Вот такая история, друзья.